самая первая медаль за отвагу у меня. И мне ее вручили 17,5 лет. 18 лет еще не было. А какая обстановка была? Под россиянам. 43-я армия северная нашла. Ну, мы располагали, что она там потеснит, а у нее не получилось. А там Дубиса есть речушка такая. Тот берег болотистый и внизу, а наверху, здесь уже с этой стороны наши заняли. Один полк, вошел батальон связи, зашли тыловые части, и там они не прикрыли. И немцы через этот мостик, через Дубису хотели этим мостиком. Но наш командир роты, а рота это где-то 100 штыков, а у нас было 42. Командир роты даст команду, у нас еще была 45-ка, потому что у роты 2-3 пушки, это для поддержания так, состояния маха. Они сумели взорвать мост, прямым попаданием разбомбили. И наша цель, они оттуда через болотца, чтобы не пропустить сюда, на эту сторону. И разведчики вечером прорвались, командир роты, комдив не приказывает, обычно приказывает, по имени отчеству называет командира роты. Сделайте все, чтобы враг не прошел Росиняй. У россиян вошло хозяйство Лыкова, в общем, полк, хозяйство Лыкова, хозяйство Штыкова, это тылы, и главное медсобдат. Вот то есть там была группировка, которую надо было сберечь. Да, да, если бы мы пропустили через это, значит, медсамбат, тыл, полк пропустили. А высотка, это август месяц, там пшеница такая, пояс ростом. И командир роты очень нас умно сделал, подковой так расположил. И пока еще был живой санинструктор, он раненых свозил, там развалины были кирпичные дома. И мы 2 суток, вот нас из 42 осталось 12. К вечеру появился командир дивизии, говорит, строить вас не буду. Своему заместителю сказал, пропустить через санпропускник, обмундирование нового дать. Всех наградить. К вечеру я приеду, чтобы все было сделано. И вот нас пропустили через санпропускник, робу дали, а это же внезапно, то какие роста там? Вот я был вообще шкет вот такой, а мне дали, наверное, 56-й. То, что рукава мои были, плечо вот здесь где-то. Да и сам солдат еще корявый был такой, я бы сказал, по-честному говоря. А комдив у нас 1,80 м, рука вот как вчера был, голова, чувствуется, что... Ну, построили нас 12 человек. Командир роты получил орден Красного Знамени. Командир взвода один, тому дали отечественное на 1-й степени. Старым солдатам большинство тоже. А я еще один был, только рядовой он был. Нам медали за отвагу. И сказал, сфотографировать, написать дарственное письмо на родину и послать это все.
Я в 49 году уже в Порт-Артуре служил. Дали мне отпуск. Я приехал домой. Фотокарточка, та моя. Я подошел, мама смотрит, мать старушка. И мне вот, я там, погибали друзья, какое-то состояние было, только бы удержать. А домой, когда пришел, слезы, не слезы, а вот ручьем таким полилось все. Я не мог как-то некоторое время прийти в себя так. Вот это первая моя награда. И я считаю, что она для меня это больше, чем Герой Советского Союза.